Настоящий скандал разгорелся сегодня на центральном рынке Владикавказа. Уличных торговцев разгоняет уполномоченный по защите прав предпринимателей Тимур Медоев. Ему неоднократно жаловались те, кто исправно платит за аренду места на центральном рынке, а так называемые картонные прилавки составляют большую конкуренцию. Все торговцы, которые расположены здесь, которые торговали там непосредственно с земли, тоже разбежались. Нас уверяют, что это проблема системная. Мы хотим выйти с инициативой на прокуратуру республики, чтобы провести совместное координационное мероприятие с участием представителей администрации города и поставить этому наконец-таки конец. Какой-то логический. Потому что добросовестных предпринимателей нужно защитить. Почти каждый сегодня вспомнил 2010 год, когда здесь прогремел взрыв. Тогда погибли 15 человек, пострадало около 90. После трагедии уличная торговля была официально запрещена. Однако прилавки вскоре вернулись на привычные места. Многие люди боятся повторного теракта и требуют убрать незаконные торговые точки. Очередной будущий взрыв, возможно. Не дай бог, чтобы это такое случилось. Но это все может быть. Как правило, качество товара уличных торговцев никто не проверяет. Они не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели и цены устанавливают по своему усмотрению. Много пустуют мест на рынке. Но почему-то не хотят заходить на рынок. Почему? И торгуют они намного дешевле продукцию. Почему? Потому что у них нет расходов, таких как налоги, всякие сборы. За лабораторию мы платим за проверку, мы платим за аренду своих мест. Я хочу, чтобы рынок наш был доступен для покупателей. Чтобы вокруг рынка не было базаров. Это рынок, официальный рынок. Официальный. Здесь люди торгуют и платят, и пенсионные платят, и налоги платят, аренду платят. Если администрация не обратит на это внимание, мы здесь ничего не сможем сделать. Единственное, о чем мы просим, чтобы навели порядок в городе и в близлежащих от рынка улицах. Уличные торговцы жалуются на нехватку официальных торговых точек. Однако администрация центрального рынка готова предоставить столько мест, сколько понадобится. Продавцы этот факт отрицают. Среди незаконных продавцов есть такие, на кого неоднократно составляли протоколы, но эффекта нет. Даже сотрудники полиции с псевдопредпринимателями не справляются. На лиц, осуществляющих незаконную торговлю, составляются административные протоколы. Дальше протоколы передаются в административную комиссию, где на лиц накладывается штраф. Мнения покупателей разделились. Многие жалуются на антисанитарные условия, в которых торгуют уличные бизнесмены. Но есть и те, кто предпочитает покупать продукты только здесь. У них продукция бесподобная. Сейчас страшно что-то кушать. Что не возьмешь, там какие-то добавки. Так, помидор принесешь, он гниет на второй день. Поэтому в этом плане я спокойно здесь все беру. И недорого. По-человечески каждую позицию можно понять и даже войти в положение незаконных торговцев. Многие стоят на улице от безысходности. Платить налоги нечем. Однако это не освобождает их от исполнения закона. А он гласит, что несанкционированная торговля запрещена. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Тимур Медоев заявил, что так эту ситуацию не оставит и будет продолжать бороться с уличными бизнесменами. Елена Черенкова, Тамила Хамицаева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.